На сегодняшнем мероприятии, посвященному запуску локальной криптовалютной биржи Binance, интегрированной с банками второго уровня. Как мы все знаем, Binance является крупнейшей компанией, которая сотрудничает с профильными структурами нашей страны в области цифровых финансов, банковского дела, реализации совместных образовательных программ в сфере блокчейн-технологий. В этой связи я бы хотел отметить, что в национальном масштабе совместными усилиями были запущены программы по блокчейн-инженерии, блокчейн-комплайенс в 22 университетах нашей страны. Мы ожидаем, что порядка 40 тысяч студентов пройдут обучение по данным специальностям уже к 2026 году. Это не маленькая цифра. Вместе с тем, благодаря поддержке Binance, на сегодняшний день более 350 преподавателей наших вузов обучились по таким программам, прошли сертификацию. Помимо этого, при поддержке Binance и Astana Hub запущен крупнейший национальный Web3 хакатон. Это 1500 участников, 9 городов, 12 университетов, 72 часа нон-стоп кодинг. Для наших студентов, юных программистов это уникальная возможность показать свой потенциал. Также мы думаем и верим, что участники сегодняшнего мероприятия будут предложены интересные совместные проекты. Ваши рекомендации, выработанные в целях создания Казахстана, позиционирования Казахстана как регионального хаба и блокчейн-технологий и криптоиндустрии, послужат совершенствованию развития человеческого капитала в нашей стране. Я бы особо хотел отметить, что Казахстан – это первая страна, которая разрабатывает и запускает как часть национального куррикулума полноценные академические программы, направленные на получение степени магистра, бакалавра, возможно, в будущем докторантуры отдельные по блокчейн-технологии. Две пилотные инновационные программы, как я уже сказал выше, по блокчейн-комплайенсу, блокчейн-инженерии. Сейчас пилотно запущены, 22 наших ведущих университета подключены к этой работе. Еще раз повторюсь, свыше 40 тысяч студентов пройдут обучение в течение ближайших 3-4 лет. Поэтому здесь Министерство науки и высшего образования идет по очень простой стратегии leapfrog, стратегии опережения. Мы не можем тратить огромные ресурсы, тратят, например, арабские страны, вкладывая в академическую инфраструктуру, в лаборатории. Мы не можем быстро наработать совершенно сильную академическую базу, программы академические, как в европейских странах, в странах азиатского региона, США, Северной Америки, которые нарабатывались десятилетиями в тесном партнерстве с ведущими компаниями мира. Но мы можем быть гибкими, мы можем пробовать, экспериментировать, делая нашу систему высшего образования максимально гибкой, максимально адаптивной. Уже с этого года до 95% содержания учебных программ будут отданы на откуп нашим высшим учебным заведениям. Вузы смогут создавать новые программы, адаптировать, переделывать в соответствии с ожиданиями работодателей, конкретных компаний, индустрии, регионов, своих отраслевых заказчиков. Более того, мы готовы пойти даже на сокращение срока наших программ. К примеру, убрано ограничение в 4 года на программы бакалавриата. Теперь вузы сами определяют, при условии, что они компонуют, сохраняя это количество определенных кредитов, могут быть 3,5 года, 3 года. Очень успешно показывает себя трехлетняя программа бакалавриата в Астана университете нашей столицы. Поэтому я бы хотел еще раз поблагодарить Binance, Казахстан, в лице руководителя Жаслана Мадиева, Марата Батуевича Мусина, министра цифрового развития космической промышленности и инноваций, за помощь национальной, отечественной системе высшего образования запускать вот такие быстрые пилотные программы. Вы знаете, очень успешно у нас сейчас реализуется проект пилотный с компанией Coursera. За всего лишь 5 месяцев с начала реализации этой программы, с февраля этого года, свыше 20 тысяч наших студентов в 25 региональных университетах получили доступ ко всей базе курсов Coursera. За 5 месяцев наши студенты прошли 94 тысячи
онлайн-лекций. Зарегистрировались на 36 тысяч курсов и получили свыше 28 тысяч сертификатов. А буквально 2 недели назад на Астанинском международном форуме приезжал глава компании Coursera Джефф Манджакальда. Он был просто шокирован, поражен результатами, в частности, 106% завершения этих курсов, самый высокий показатель, который был в истории Coursera. Сейчас мы прорабатываем аналогичные, пилотные, нестандартные, я бы сказал, прорывные проекты корпорации Google, где мы планируем запустить курс по искусственному интеллекту, который станет частью национального куррикулума для всех студентов высших учебных заведений Казахстана. В этом году уже будет реализован первый пилотный проект на 750 лицензий. С компанией Huawei мы запустили в прошлом году проект по созданию 50 цифровых лабораторий Huawei на базе наших 50 региональных университетов. 26 лабораторий были запущены в прошлом году, 11 мы строим в этом году. Поэтому мы видим будущее высшего образования Казахстана как гибкое, адаптивное, максимально приближенное к запросам индустрии, к запросам конкретных компаний, которое может быстро перестраиваться, который может и не боится экспериментировать, пробовать новые пилотные вещи. И мы потихоньку сейчас децентрализуем систему высшего образования, даем больше автономии, больше гибкости нашим руководителям, чтобы они учитывали особенности региональной экономики, чтобы они учитывали особенности и запросы конкретного работодателя. Надеемся, что сегодняшнее мероприятие также даст в копилку нашего министерства новые идеи, новые предложения. Мы всегда открыты к новым партнерствам и готовы максимально быстро реагировать на те или иные интересные предложения. Большого успеха, удачи сегодняшнему мероприятию. Еще раз всех благодарю и поздравляю.